Уважаемая Ксения, что у вас сегодня здесь проходит интересное? Сегодня у нас проходит, во-первых, Ночь искусств. Начнется она с открытия замечательной выставки «Диалоги. Синтез искусств». На открытии будет выступать замечательная группа, вот они как раз и идут, The Highlights. Затем у нас кофейный лекторий 8 часов. Продолжится все это концертами от наших друзей Леонида Нестерова, Ивана Исупова и кавер-версии известных хитов от Сергея Федорова. И поэзия еще будет женская, Анастасии Бестрицкой, ну местные все авторы. Затем у нас будет показ якутского кино, ну и мы так постепенно закончим. Все это время можно будет смотреть выставку. Что означает у вас листочек? Что мы страна берез. Все, спасибо. Удачи. Спасибо. Что есть такое как рождение, промежуточное состояние, затухание и снова возрождение. И вообще, мне кажется, этот проект «Диалоги» подобен какому-то чуду, потому что мы абсолютно не сговаривались, сделали какие-то вещи на одном фундаментальном уровне, и в итоге получилось очень цельно. То есть это проект трех людей, да? Дарья, вы четырех людей, да. Сергея Листратовича. Ну, мы закончили. Да, дальше можно Игорь на авансцену. Игорь вообще шил, вот они сами шили. Большой. Традиция началось вот это, да? Шитье, да? Решили продолжить, да? Ну, нет, фотографии просто я их давно очень занимаюсь, и в какой-то момент я устал, что у меня очень много проектов, именно чистая фотография очень сложная. Она достаточно такая нарративная, повествовательная. Если ты даже снимаешь какого-то человека, даже если это размыто, понятно, что это конкретный человек, очень, в общем, от этого устаешь. Плюс я занимаюсь такими люблю пограничные съемки, где все очень, очень жестко. В каком-то смысле, какие-то очень жесткие ситуации, какие-то очень четкие, точные ситуации. И от этого начинаешь уставать. Через 15 лет я устал. Вот, и у меня есть такой процесс фотографии, что то есть остается чистая фотография в каких-то фотопроектах, таких больших историй, которые снимаются там раз в 5 лет. Там. Вот. И я пытаюсь сейчас этой фотографией разрушить ее вот эту повествовательность, собственно говоря. И я ее перевожу в разные материалы, там, пробую с ней работать, я ее по-разному интерпретирую, в общем, в каких-то контекстах ставлю. Вот. И это одна из таких опытов, когда ты избавляешься от этой нарративности, что ты, в общем, комок такой, в общем, сшитый вместе, вот, там, со своими личными вещами, опять что-то такая история типа личная, вот. И мы тоже обсуждали, и, в общем, эта работа не могла быть 10 лет назад в принципе, да, потому что не было соцсетей, не было, ну, там есть скриншоты, технология печати на ткани она была, но доступной, и она стала года 3, может, там 5 лет назад. То есть, такой работы там 10 лет назад может невозможно было быть, не было Инстаграма, потому что там фотографии с Инстаграма. Это такое определенное качество еще в Инстаграме, что на бумаге ты же особо большими их не сделаешь, а на ткани это можно печатать, и это будет смотреться убедительно достаточно. Вот. И вот такую работу я сделал. Там есть, кстати говоря, хотя делаю ее в Москве, и там часть них московские, но там есть набросок, есть люди, которые жили когда-то в Сыктывкаре, уехали в Москву, живут в Москве, там есть портреты. Вот и все. Чем вы живете в Москве? Чем занимаетесь? Понимаешь, фотографии, ну вот... Ну как же художника 3 фазы, значит, он придумывает проект, потом на него деньги, потом 4 фазы, он его реализует, и 4-я фаза он ее презентует. Вот, собственно, вот вся жизнь, она вот на эти сегменты разделена, и все. А все остальные работы, там, типа, в связи с капитализмом, они как бы работают только вот на создание произведения. Все. Вот мне помогала очень Аня, кстати говоря, собственно, она сшивала все это полотно, потому что я не очень... Я не знаю, как фамилия. Аня Богданова, да. Вот, и она сшивала, и, в общем, какая-то коллаборация получилась. Саня Москвичка, да? Нет, она Маша. Она Ухтинская, она из Ухты. Все красивые девушки наши. Вот, и... То есть это уже здесь сшивалось, да? Да, это мы вчера шили, то есть я привез готовые какие-то вещи, ну и вот уже такое эмоциональное искусство получилось. Вот, и, собственно, можно сразу, Аня может рассказать про свою работу. Да.
они тоже здесь проекты? Да, вот он прям висит, вот эти три синих триптиха. Замечательно. Вот, а можешь рассказать про него? Это не батик. Что? Это фотоколлаж. На ткани. Распечатанный, нет, он не на ткани, Я просто близко не подходила к этому. катоне. Ну, работа подсветки замечательная. Да, такое ощущение, что она Аня, вы специально. Да? Финский художник. Нет, если. Ваше ощущение от, собственно, от этого проекта, от этой выставки, потому что вот я могу сказать про свое, я когда зашел, у меня такое ощущение было здесь, что там очень много воздуха в этих трех залах, ну, в смысле в этих трех частях этого зала большого. И это очень такое для меня редкое ощущение, потому что не всегда хватает пространства, воздуха или свободы, да, смелости или свободы для художников, которые выставляются в Юго периодически. И это во многом по внутренним моим ощущениям отличается от того, что я вижу, то, что я чувствую на местных выставках. Собственно, мой вопрос, что вы ощущаете от того, что вы увидели внутри зала, от работы внутри, ну, как бы, То есть уже готовая экспозиция. впечатление от всего этого, ну, как бы, если это по-другому, то как это по-другому? Ну, да, это вопрос про пространство, потому что в Сыктывкаре вообще проблема с современного выставочного пространства, его нету в Сыктывкаре. Единственная институция, с которой приятно работать, и она как бы динамично как-то развивается, это вот Юга. Конечно, она пока не убрала свои эти планшетки, которые как бы все художники сказали, что это ужасно сразу же, да. Но как бы это все стоит каких-то определенных денег, да, это невозможно как бы взять и вычеркнуть, как бы, да, и переделать стены. Но будем надеяться, что скоро появятся ровные обычные стены с обычным освещением, самый дешевый ремонт, который можно только вообще придумать. И слава богу, надеюсь, что не пригласят никакого дизайнера, который бы навел тут какой-то безумной красоты. Но вот. И поэтому, когда вот эти планшетки, они же очень начерчены, вот эти белые вещи, как бы вот эти вот планшеты, и получается, что их нужно всегда заполнять, потому что когда ты их оставляешь, кажется, есть ощущение, что там для них там должна висеть какая-то вещь, потому что они очерчены. Вот. И поэтому Сыктывкар еще долго не увидит нормальной какой-то экспозиции, экспонирован, потому что любую вещь, там, прялки, это народное прикладное, можно показать очень круто, как бы, да, но, к сожалению, с пространством здесь проблема, вот, и поэтому ощущение, которое это Оля делала, Оля Орлова, собственно, она занималась развеской, да, была такая попытка, и она, в общем, такая, ну, с Сыктывкаром, может быть, как бы вау, в принципе, это как бы норма, это хорошее положение вещей, вот, и было бы круто, чтобы вот в этом направлении дальше двигались. Ну, хочется закрыть окна, да, потому что как бы эти окна ни к чему, и никогда в выставочном зале никогда нет окон, в принципе, да, и сразу увеличится площадь, и тогда можно делать паузы, тогда можно ритмически по-другому задавать пространство. Наконец-то можно привести видеоарт, который никогда там не показывали, да, и показать проект в пол, а там есть плинтус, а плинтус никогда не делается в выставочном пространстве, в принципе, понимаете? Вот это как бы все вот эти вещи, они технические, но я хочу подчеркнуть, что мне нравится в Югоре такая очень молодая, динамичная и очень, ну, положительная, собственно, команда, которая всегда идет, как бы, и она двигается, ну, как бы, может, не так нам хочется, чтобы это быстро происходило, но она двигается. Это, в общем, наверное, одна из самых хороших институций, которые взаимодействуют вот именно с молодыми художниками. В общем-то, можно сказать, что они, в общем-то, как-то формируют и взращивают эту команду, которая долгое время не появлялась. Были же художники 90-х, есть там определенные 2000-х, да, там Анжела, вся эта команда, вот. А 90-х, то есть они 90-х, а 2000-х не было. И можно сказать, что вот ты идешь по выставке и понимаешь, что появляется художник, который ну, как бы сформировался комок. Хотите сказать, что сейчас некая стагнация? И стагнацию, ну, как-то вот не вот такой определенный пласт, да, каких-то 2000, ну, нельзя сказать, что у нас 2000 молодые художники. Вы будете затруднительно отвечать на этот вопрос, потому что это же определенно нужно, чтобы человек постоянно работал, да, чтобы у него была выставочная деятельность, да, тогда можно назвать его художником, как бы, который вот, а вы не сможете это назвать. Ну, там, 3 года, 5 лет назад вы не смогли это назвать. Вот эти два проекта, там, Клюква и Диалоги, они прокачивают эту среду и помогают вытаскивать вот этих прекрасных барышень, да, вот, и тогда можно говорить о каком-то будущем, в принципе. Вот.
много говорю. Вот, кстати, собственно, Оля, которая занималась экспозицией, и все сказали, что очень хорошая экспозиция. Впечатление, в смысле, твое ощущение, то, что ты видишь, как захочешь, что ты чувствуешь? Но у меня эмоциональная связь с этим проектом, поэтому я не могу быть объективной. Скажи субъективно. Субъективно, Так вообще не может быть. я пришла, просто я знаю, что вчера еще ничего здесь не было. Были как раз просто на работу, что-то шилось, и я думала, боже, и что же будет завтра, как они все это, потому что много авторов, все разные, и как их соединить в одном телефонном пространстве. В итоге, когда вот я пришла уже в 2 часа, здесь работать успела, я видела гениальную работу Ольги, которая все вот так вот была как в каком-то фильме волшебном, так это сюда стояла посреди зала, говорит, это сюда, это туда, как в каком-то 3D-программе как-то все раскручивала. И мне хочется за это ей сказать спасибо, потому что она очень грамотно нас расставила по углам, да, и диалог он не разорвался. Но то, что сказал Игорь, я полностью поддерживаю и полностью согласна. А если говорить содержательно не по форме, в смысле это бесспорно важно, да, само экспонирование, а по содержанию того, что ты видишь. Что это за работа? Какое общее впечатление от всего? Положительное, конечно же. Естественно, положительное. Уважаемые гости и друзья, я хочу минуточку внимания привлечь. Не буду вас очень долго задерживать, потому что, в общем-то,
Я думаю, что какая выставка, так и вот у нас запланировано, все не запланировано. Я хочу всех поздравить с такой странной, красивой выставкой, которая называется «Диалоги, синтез искусств», которую мы придумали спонтанно, и, в общем-то, сама идея родилась тоже очень странно. Мы, жители вот этого города, небольшого, столичного, провинциального, непонятного, теплого, холодного, в общем, очень странного города, мы находимся здесь в какой-то такой добровольной ссылке, да, то есть мы сами друг другу отделяемся друг от друга. И вот такая вот выставка, она вдруг на какое-то короткое мгновение жизни позволила людям дышать одним воздухом, одной музыкой, одними вибрациями. И я так думаю, что вот это вот, я для себя эту выставку называю странная выставка, странная, сложная, красивая и непростая. В общем-то, вот сейчас открыто для вас. А то, что будет происходить во время этого вечера, я думаю, ну, не знаю, каждый найдет свою историю здесь. Я коротко представлю, что вообще здесь происходит. Сама по себе идея собрать художников вообще разных направлений, собрать художников, которые уже не живут некоторые в этом городе, но душой, как-то какими-то ниточками связаны с его историями, своими личными историями. И, в общем-то, возвращаются сюда крайне редко. И вот эта выставка, она позволила нам еще раз позвать сюда людей, которые отсюда когда-то уехали, и еще тех, которые здесь работают, которые творят, которые занимаются очень непростым делом, искусством. То есть это выставка людей, которые просто занимаются искусством. И все проекты получились очень разные, их нельзя под одну гребенку, под одну тему подогнать, потому что, в общем-то, делали эти проекты личности. Ну вот, если хочется, мне хочется просто каждого автора представить, и вот, к сожалению, я не успела на пресс-конференцию, но я сейчас вот как бы немножко реабилитируюсь. Вот Анеля Линцевич, фотограф, дизайнер, художник, она сама там про свой проект расскажет. Елена Качанова, которую мы сделали художником, ученый, биолог молодой. Лена, вот тут в зале. Марина Сивакова, которая живет сейчас в Ухте, особо Санкт-Петербурга. И вот она здесь представлена фотографией с репетицией, фотографии, вот, которые вы можете увидеть вот там вот, ну, по табличкам увидите. Николай Антоновский, Коля где-то далеко. В общем-то, такая семейная история, интересная, трогательная, и он сам тоже там расскажет про это. Анна Игнашева, Анна Богданова. Вот, у нее тоже в первом зале работает. Юрий Лисовский, не знаю, пришел он или нет, не вижу. Здесь у нас, вот в центральном клубе, у нас работает Алекса Антипина, который когда-то работал здесь, жил и работал, а затем уже много лет творит в Санкт-Петербурге, и вы чуть позже можете увидеть его видео-арт, видеоинсталляции, которые будут демонстрироваться вот на этом экране. Он сам расскажет про свое творчество. А здесь архивные фотографии из архива Михаила Казанцева, фотографии Алекса Антипина далеких лет. В следующем зале Игорь Самолет, Игорь Попов, уже всеми тут любимый известный автор, и
этом же зале фотографии художника Марины Стахиевой, которая живет и работает в Санкт-Петербурге, учится в Академии художеств. А в последнем зале у нас представлены мой проект совместный, который мы осуществили с композитором Натальей Высоким и балериной нашего театра оперы и балета Натальей Супрун и ее супругом, который снимал вот это видео, Михаилом Поповым. И также там представлены фотографии Марины Сиваковой. И завершает эту экспозицию работа Кристины Овсянкиной, платье, вот, которое вы видите на фоне графики. Это Кристина Овсянкина. В центре зала работы совместный коллективный труд художников театра Анастасии Юрьевой, Максима Опелева, Дмитрия Прокушева. И совместная работа Сергея Разманова и Андрея Аксеновского. Это такой музыкальный инструмент, который тоже родился в совместном творчестве. Но еще плюс ко всему в первом зале у нас есть снятый часть концерта и видео, которые показывает Евгений Будкин. Ну, сейчас он делает такие видеоинсталляции. Плюс еще у нас участники Инга Поповская и Ангелина Башкова и Александра Александра Терентьева. Для нас она Александра пока Терентьева. Вот. И, ну, в общем-то, это так вкратце. Все равно хочется представить всех авторов, чтобы знали в лицо. А вообще вечер предполагает быть очень интересным, потому что у нас будет много музыки, много видео. И будет рассказ Алекса Антипина, и будут играть ребята, которых я представлю чуть позже, где они есть. Да, группа High Five, да? Правильно? Я все время плохо выговариваю это название. Вот. И ребята, кстати, с нами, мы познакомились с ними на первом проекте «Диалоги», они чудесно играли, вписались в нашу художническую компанию. А еще в ходе работы выставки вы услышите музыку, которую записал Юрий Кабанцев, фотограф, и он сделал звуки этой выставки. Вот. И, может быть, я что-то еще забыла, но вы подходите и спрашивайте. Я хочу сказать обычные простые слова «спасибо всем». И спасибо Югору, и спасибо всем, кто нас поддерживает, и кто нас любит, и кто сюда идет, и кому мы интересны. Ну и, наверное, уже предоставлю слово музыкантам. Ого, сколько эффектов. Я буду немногословна. Нас уже представили, мы группа The Highlights. И сейчас мы немножко развлечем вас, что ли. Да, немножко пошумим, совсем чуть-чуть.
Пожалуйста, Анна. Ну, эта работа связана с моими личными переживаниями, с моими воспоминаниями о том месте, которое через лет 10-15 просто перестанет существовать, поскольку мой город, в котором я живу, это город Ухта, он в последнее время очень активно расширяет свои границы за счет вырубки лесной близлежащей зоны. И поскольку я практически сейчас не обитаю в том городе, преимущественно в Сыктывкаре, место работы, место жительства и творчества, мне бы хотелось, чтобы у меня на память о тех местах остались вот такие воспоминания, которые запечатлелись на пенах картоне. Спасибо. Добрый вечер. Добрый вечер. Это ваши работы? Да, это мои работы. Они посвящены туманному городу Сыктывкару, ощущению города. Так, Сложно так говорить, вы очень близко стоите. и что здесь изображено? Здесь изображено ощущение города, ощущение сказки, ощущение внутреннего путешествия, что есть образ человека, который совершает путь в абсолютно иную субстанцию, в реальность, которую сам для себя создает. Потому что во сне мы очень часто видим другие миры, других каких-то сказочных персонажей, и в роли сказочных персонажей выступают ангелы, а ангелы, они выступают, здесь представлены подлинные старообрядческие рукописи 18 века, которые были найдены в нашей местности. Как выполняются эти? Это печать на дереве. Печать на дереве, да? Спасибо. Здесь сейчас фотография печать на дереве, представлены личные мои истории, да, и вот. А как это? Ну, Фотопечать? Ну, сейчас же мы на всем, на чем угодно печатаем, на телефонах печатаем, на майках, Печатается принтером или чем? Принтером. Принтером? Да. А как фанера такой толщины входит в принтер? Это сублимационная печать, подобно печати на ручках, на кружках, на чехлах телефона, она достаточно не новая эта техника. Просто я долго думала, как подать эту работу, и я поняла, что подобные религиозные моменты, они всегда воспринимались на дереве. Поэтому было логично их перенести на дерево современным способом. Красиво.